В Нерюнгри на базе медицинского колледжа прошла первая республиканская олимпиада профессионального мастерства, обучающихся на специальность среднего профессионального образования «Акушерское дело». Здесь создана хорошая материально-техническая база, что позволяет нам не только проверить и оценить теоретические знания, но и, конечно, посмотреть на практические навыки и проводить вот такие мероприятия. Конечно же, конкурс – это всегда волнение, но тем не менее для самих участников это возможность профессионального роста, показать свои теоретические, практические знания. Это творческий азарт, это новые идеи, это возможность идти вперед, не останавливаться, а иногда приостановиться, проанализировать свои действия и принять правильное решение в конкретной данной ситуации. Преподаватель Алданского медколледжа Ольга Климова привезла на соревнования двоих лучших студенток. Для них участие в первой республиканской олимпиаде профмастерства не только защита чести своего учебного учреждения, но и проверка своих знаний и навыков. Акушерское отделение первый раз участвует в олимпиаде. То есть как первопроходцы узнать, как это проходит, с чем столкнемся, к чему готовиться в следующий раз, потому что как бы идем, не зная, и то вроде как готовили по всем направлениям. Будем надеяться на что-то, на участие, примем участие и надеяться на лучшее. Анжелика Вензель является студенткой второго курса, готовится стать акушером. Девушка рассказала, как она стала студенткой Алданского медколледжа. Я вообще мечтала именно быть акушером. И так сложилось, что моя подруга поступила сюда, то есть в Алданский медицинский колледж на акушера. А я уже думала поступать в другой колледж. Меня уже туда взяли. Когда мне подруга рассказала, что ее туда приняли, и стипендия там будет, и общага, я обрадовалась и сразу же побежала в тот же день в Алданский ВМК. Также свою команду представил Якутский медколледж. Всего участников Олимпиады, включая якутян, было 4. Представители принимающей стороны, к сожалению, не смогли участвовать в связи с эпидемиологической ситуацией. Привезла я 2 участников на Олимпиаду, 2 девочек-акушерок. Волнительно очень, участвовать в первой республиканской Олимпиаде. Готовились, готовы бороться и представлять свой колледж. Олимпиада была организована в 3 этапа. В первый день участники прошли тестирование, которое состояло из 3 заданий. Для олимпиадников подготовили 60 вопросов по акушерскому делу, по знанию латыни и фармакологии. Затем участников ожидал перевод текста с английского на русский. У нас сегодня текст именно отражает суть работы акушерок, называется «Гигиена ребенка». Текст по уровню простой, то есть перевод его заключается именно в переводе без словаря, без использования словаря, что может пригодиться в работе акушерок в будущем. Главная задача участниц будет перевести текст как можно ближе к смыслу, его передать смысл, поэтому я думаю, что все справятся. Айза учится на 3-м курсе Якутского медколледжа. Будущий акушер готовилась к Олимпиаде усердно. Задания первого дня ей дались несложно. Вопросы были несложные относительно по всем компетенциям. Из 60 вопросов ответила на почти все. Там были ошибки, конечно, но нормально. Перевод текста немножко был сложноватый, конечно, но я справилась. На следующий день участников Олимпиады ожидал основной этап – практические навыки, где каждая участница продемонстрировала свои умения в акушерском деле. Сегодня была практическая часть. Мы, например, по ситуационной задаче сделали тезоизмерение беременной 8 недель. Но мы готовились достаточно, поэтому мне кажется, что мы справились. Стоит отметить работу волонтеров, студентов медколледжа, без которых сложно было бы организовать Олимпиаду. Они везде сопровождали участников, помогали им освоиться в новом для них месте, фиксировали ход событий. Мария является студенткой 1-го курса Нерюнгринского медколледжа. Девушка признается, что, став волонтером, она имеет возможность учиться чему-то новому. Для этого я смотрю, что меня ждет в следующем году, так как я тоже хочу участвовать здесь. Смотрю так же, как многие ребята, которые здесь проходят это, получают от этого бурные эмоции.
Также нравится получать за это хоть какие-то, скажем так, знания. Отрадно, что медколледж заботится о психологическом состоянии участников Олимпиады. Специально для них педагог-психолог с волонтерами проводили тренинги в игровой форме. Цель нашего сопровождения, получается, в том, чтобы ребята не волновались и не думали о предстоящих каких-то заданиях, сложностях, и чтобы они все-таки, во-первых, познакомились друг с другом, да, чтобы у нас благоприятная была психологическая атмосфера. Мы с ними проводим психологическую разгрузку, мы их развлекаем, играем с ними, упражняемся, чтобы волнение ушло, и они выступили хорошо. Богдан учится в отделении «Лечебное дело». Студент считает, что волонтерство в таких мероприятиях помогает раскрыться участникам, а сам он успел подружиться со своими будущими коллегами из других городов. Как волонтер я понял то, что люди, приехавшие из другого города, они стесняются очень сильно, и надо показать то, что здесь им всегда рады. Помочь найти общий язык с преподавателями и успокоить перед экзаменом. По организации все очень хорошо. Нас очень тепло встретили, везде сопровождали нас, на все наши вопросы отвечали, поэтому лишних вопросов не возникало. Все, конечно, очень волновались, но благодаря вот этим упражнениям все было хорошо. Выбрала медицинскую профессию, потому что я с детства хотела поступить и выучиться. Акушерка должна быть ответственной и мобильной. Олимпиада подарила мне новых друзей. Оценивала работу конкурсанток экспертная комиссия из врачей и акушеров Нерюнгринской центральной районной больницы. Они отмечают, что организованный медколледж комплексный учебный процесс охватывает не только теоретические, но и практические знания. И все это позволяет им проводить мероприятия такого уровня, как Республиканская олимпиада профмастерства. Оценивая наших участников, я могу сказать, что все участницы, они большие молодцы, они владеют достаточным уровнем теоретических знаний, ориентируются в ситуационных задачах, которые им были предоставлены, в основах своей будущей профессии. Были затронуты вопросы этики и донтологии, то есть показали свое отношение к пациентам, ориентируются в вопросах санитарно-эпидемиологического режима. Задача и цель любого медицинского работника – сохранение самого бесценного – жизни и здоровья человека. Как признаются практикующие врачи, в современном акушерстве существуют свои проблемы. Так оставляет желать лучшего показатель здоровья женщин. В этом конкурсе мы тоже увидели, что наши конкурсанты, они осведомлены в вопросах и предгравидарной подготовки, то есть той подготовки, которая должна проходить у женщин до планирования беременности, на ранних сроках беременности. Они знают, какие дать рекомендации, они знают, как вести этих пациентов в плане профилактики каких-то осложнений беременности и в плане обследования этих женщин. 2 дня пролетели для участников незаметно. Во время торжественной церемонии награждения всем участникам вручили сертификаты, победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и денежными призами. Также нашим директорским корпусом в этом году мы утвердили переходящие кубки или памятные знаки, значит, победителю. Поэтому в этом году вот такой кубок, да, с нашей эмблемой, акушерские руки, да, и жизнь ребенка, значит, вручается Алданскому медицинскому колледжу. Я волновалась, но мы уже все сделали, закончили, я этому очень рада. Все уже позади. Вот. И спасибо, что преподавателям Алданскому медицинскому колледжу, что нас позвали сюда, в Нерюнгри. Коллектив Нерюнгринского медколледжа выразил искреннюю благодарность за содействие проведения первой республиканской олимпиады своих социальных партнеров, работников ЦРБ, оргкомитет колледжа и всех участников. Нам понравилось, встретили нас очень хорошо, у детей организовали досуг, нас, сопровождающих, не оставляли без внимания, как-то экскурсию провели по колледжу, показали колледж. То есть нам очень понравилось, и мы
довольны. Вот на таких мероприятиях они учатся себя показать, да? Не боятся, вот, как бы, получается, как бы это практическое вот задание вот было сегодняшнее, да? Ну, это как бы в режиме реального времени, и они учатся, можно сказать, работать в режиме реального времени и не бояться. Все подготовлены на очень хорошем, высоком уровне. Очень много знаний, багаж знаний у девочек есть, несмотря на дистанционное обучение, обучение в смешанном формате. Конечно, большие молодцы. И якутские коллеги стараются работать, и коллеги с Алдана стараются. И это, конечно, отражается на знаниях и полученных навыках у девочек. Свою цель Олимпиада достигла, ведь, готовясь к таким состязаниям, легче выявить наиболее одаренных и талантливых студентов, повысить качество профессионального образования специалистов среднего звена, провести дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, реализовать творческий потенциал обучающихся, повысить мотивацию и творческую активность педагогических работников.